про другое. Вы часто объясняете, например, вам предъявляют то, что вы в Грозном произносили абсолютно те же монологи, которые поддерживают российскую армию, которые сейчас произносит армия России в Украине. Вам вспоминают фильм «Наши». И вы говорите, вам говорят, как же так, Александр? Вы говорите, был молод, авантюрил, несло туда. И это можно понять. Ну, то есть можно понять, что действительно как бы вот такой вот ковбой Невзоров Нет, там подожди, оказывался. Тогда, если мы... Секундочку. Стоп. Дайте я закончу, Александр. Вот. Но здесь вы буквально облизываете главу ЖЭКа в таких вот формулировках и в акцентах, где никакого нет авантюризма. А мы очень дружили. Серьезно говорю. То есть у нас были человеческие хорошие отношения. Крепкие. Что касается Грозного, что касается Литвы, на тот момент Ичкерия находилась в составе Российской Федерации. И все, что делала Россия, это скорее было, можно уподобить действиям Украины в Донбассе. Да. То есть это юридически было абсолютно безупречно. Более того, как мы видим сегодня, Дудаев великолепнейший человек, храбрец, умница, зажигательный и творец множества фраз. Он ошибся в самом главном. Он ошибся в том, что, оказывается, его народ хочет служить Путину. Он был убежден, что народ его хочет свободы. А он оказался полной противоположностью тому, что о нем думал Дудаев. Это не так? Секундочку, то есть вы сейчас говорите, что Дудаев считал, что его народ, чеченцы, не готовы служить Путину? Так? Да. Что вы сейчас хотите сказать, что жизнь показала, что готовы? А вам что, недостаточно фактуры того, как сейчас живет Чечня? Неважно, тиктоки, не тиктоки, но мы видим, что очень активное принимается участие все равно в войне. Да. Неважно, оно демонстративное, театральное или реальное. Дайте расшифровать. То есть вы сейчас хотите сказать, что чеченцы, население Чечни, готовы служить Путину? Но мы видим это. Так, вы сейчас про всех чеченцев, которые живут в Чечне? Я говорю только про кадыровцев, но... Так про кадыровцев или про чеченцев? Подожди. Они доминируют, и они определяют. Давай, вот, скажем так, оценивать по плодам. Факт заключается в том, что большинство или меньшинство, но более сильное, работает на Россию. Если меньшинство, которое более сильно работает на Россию, это значит, что все чеченцы готовы служить Путину? Но, по крайней мере, мы не видим ни бунтов, ну, вот таких ощутимых. Поверь мне, известна ли вам степень репрессий, которые есть в Чечне? Известно. Почему она тогда не корректирует вашу позицию и не избавляет вас от такого обобщения? Потому что я, наверное, даже лучше, чем вы, осведомлен о антикадыровском подполье и осведомлен о тех силах, которыми они располагают. Давайте судить по фактуре. Они, несмотря на все свое благородство, разум, верность памяти Дудаева и Ичкерии, они не способны влиять на события в республике. Влияют не они. Следовательно, мы имеем сейчас Чечню абсолютно, неважно, лицемерно, нелицемерно, но покорную Путину и обслуживающую совершенно преступные действия той России, которая эту Чечню утапливала в крови, дробила и разваливала. Угу. И это факт. Да, и это позволяет вам говорить, что все чеченцы за Путина. Значит, я говорю о Чечне за Путина. Мы не знаем, никто из нас не проводил должного социологического опроса. Никто не знает. Я знаю, в отличие от многих,
что, увы, сопротивление, ну, не такое, как нам всем хотелось. И что вот это вот антикадыровское подполье, ну, во-первых, не забывай, что очень многих сильных и умных из этого антикадыровского подполья всосала в себя война. Всосала война, я имею в виду непосредственно те ичкерийские батальоны, которые есть на фронте, которые есть реально. Которые воюют за Украину. Да, конечно. И это обеспечило отток множества сильных, влиятельных, богатых, качественных людей, которые вот до дрожи ненавидят сегодняшний режим. Подполье на данный момент в высшей степени, ну, скажем так, немногочисленно. Оно отважно, оно благородно, оно имеет абсолютно европейско-цивилизационный, какой-то вот прям западнический, такой невзоровский уклон, но повлиять на ситуацию они не смогут. И мы прекрасно понимаем, что если завтра Кадыров сделает более успешную попытку утопиться в Эгейском море, то все равно к власти в Чечне не придут его противники. Точно так же мы понимаем, что если внезапная смерть Путина вдруг перепутает всем все карты, то ни Яшин и ни Карамурза займут места в Кремле. Уточнение финальное по тому сюжету, по журналистское. Там сюжет построен таким образом, то, что там за кадр, разваленные улицы Петербурга, там... Да нет, честно говоря, есть информационный фронт, который... Не, я про фразу, то, что вас не испугать войной. И поправьте меня, вы были на войнах как журналист всегда? Не всегда. Что вы имеете в виду? Ну, то и имею. Ну что вы были как комбатант? Конечно. А на какой? Да и в Приднестровье, да и, по сути дела, в Чечне, да и, по сути дела, в Югославии. Угу. Так, что значит, по сути дела, в Чечне? Что вы там делали как комбатант? Ну, вот я вот сейчас взял вам и все рассказал. Ну, без какого-то рассказа это будет выглядеть как... Пусть выглядит, это не моя проблема. Туман неправды. Туман войны. Угу. Воевать за свое государство – это обязанность гражданина? В том случае, когда он делает сознательный выбор, да, безусловно. А когда государство делает выбор за него? То, значит, это тот, за